Что нужно для того, чтобы организовать раздельный сбор отходов дома? Какие виды пластика перерабатывают в коме? И куда обращаться, если во дворе нет специальных контейнеров? На эти и другие вопросы сегодня ответили в общественной приемной главы Коми. Там прошел мастер-класс «Школы осознанного потребления». Узнала много нового для себя и Ксения Лосева. Пластик в желтый, бумагу в синий, опасные отходы в оранжевый. Разобраться с тем, в какой из контейнеров бросать тот или иной вид отходов, несложно. Однако пока, к сожалению, делают так далеко не все. Между тем, раздельный сбор мусора в обычных домашних условиях занимает не больше 10 минут. Алгоритм предельно простой. Промыть тару под проточной водой, сложить так, чтобы она занимала как можно меньше места, определить, к какому типу отходов она относится и выбрать правильный контейнер. Серебряный волонтер Галина Полтавская к вопросу раздельного сбора отходов подходит ответственно. Волонтеры этим вопросом интересуются, переживают о этой проблеме и стараются глубже узнать вопросы, которые связаны с сортировкой. Мы неоднократно в рабочем порядке уже собирались. Мастер-классы, игры и интерактивы – это часть проекта «Школа осознанного потребления». Эксперты Центра по особо охраняемым природным территориям проводят такие встречи с 2016 года и уже видят значительный результат. Все больше людей, маленьких и взрослых, начинают более ответственно относиться к теме экологии. А еще делиться полученными знаниями с подрастающим поколением. Так в обществе постепенно рассеиваются ложные представления о том, что ничего нельзя изменить. Самый главный миф о том, что нет смысла разделять отходы, потому что они все отправятся на один полигон. На самом деле это не так. Мы работаем в этой сфере, мы работаем с переработчиками, то есть у нас есть контакты с переработчиками, которые перерабатывают пластик, макулатуру, металл и так далее. И я могу с уверенностью сказать, что они действительно отправляются на переработку. Впрочем, тому, что переработать в Коми пока нельзя, тоже можно найти достойное применение. Надежда Андрощук вот уже несколько лет делает удивительные изделия. Полет фантазии, подручные материалы, несколько часов упорной работы и пробки превращаются в яркое панно. Пластик заворачивается в красивый тюльпан, а CD-диск в переливающиеся украшения. Много, значит, остается пакетов от молока. Вот такие вот пакеты от молока. Их режешь полосками, ленточками, а потом вяжешь. И использую я на дачу между грядками. Ходить чисто и не так зарастает сорняком. Раздельный сбор отходов – тема серьезная, а потому занятия в рамках школы продолжат. Но уже сегодня ясно одно – чтобы справиться с глобальной проблемой, мыслить нужно локально. Только начиная с себя и вместе общество сможет одержать победу над мусором. В рамках проекта планируется провести серию мероприятий для различных целевых групп. Представителей ТСЖ и управляющих компаний, предпринимателей, самозанятых, взрослых и школьников. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрган Сыктывкар.